приняли постановление о социальной поддержке детей войны. Расскажите, пожалуйста, в чем заключается эта поддержка и кто ее получит? Сегодня приняли постановление не о социальной поддержке детей войны, а о порядке предоставления этой поддержки. Был принят закон Республики Саха-Якутия парламенту, по которому определена единовременная денежная выплата 1000 рублей и соответствующее льготное посещение санаторно-курортной 50% оплаты санаторно-курортного лечения, а также непосредственно ежегодная диспансеризация. Сегодня правительство приняло, так как эти отношения, потому как получается льгота, кем получается льгота, регулировались на уровне временного приказа Министерства труда Республики. Сегодня принято постановление, которым урегулирован этот вопрос. Категория детей войны четко определена в законе. Необходимо обратить внимание, что государственному бюджету эта льгота, вернее, этот закон будет распространяться на порядка около 3000 жителей Республики Саха-Якутия. Я обращаю внимание на то, что все льготы на территории республики являются, так же как по всей Российской Федерации, льготами на выбор. Поэтому те, кто пользуется льготами сегодня и имеет одновременно, попадает под статус ветеранов тыла, ветеранов труда, детей войны, то, соответственно, они должны будут просто выбрать ту льготу, которая для них будет более приемлема. Сколько выделяют из бюджета республиканских регионов на поддержку? Данная сумма сегодня измеряется порядка 36 миллионов рублей. Непосредственно, эта сумма рассчитана исходя 2019 года. Ну и, соответственно, сегодня председатель правительства обратил внимание, что если будет, большая потребность, то, соответственно, и будет увеличение при корректировке бюджета. Ольга Валерьевна, расскажите, что будет изменено в системе оплаты труда работников бюджетной сферы? В системе именно оплаты труда работников бюджетной сферы прежде всего будет изменена структура заработной платы. На настоящий момент Республикой Саха-Якутия органами государственной власти не были исполнены, не приведены наши системы оплаты труда в соответствии с едиными рекомендациями, которые являются обязательными для всех бюджетных учреждений на территории Российской Федерации. Наша система оплаты труда имела место, и действительно было очень много обращений граждан, имела перекос с точки зрения стимулирующей части. На настоящий момент мы в 2 этапа, соответственно, увеличиваем по каждой из отраслей увеличение именно основной гарантированной части как таковой. То есть поэтому в самой структуре заработной платы меняется непосредственно, какая часть будет составлять оклад, а какая сейчас меньшая часть будет уходить на стимулирующую часть как таковую. То есть более серьезная гарантия. С точки зрения фонда оплаты труда, соответственно, правительством и парламентом приняты решения, направленные на увеличение фонда оплаты труда на 4%. А какие сегодня приняты изменения по выплате компенсации родительской платы? А родительская плата, так же как и все социальные пособия на территории Республики Саха-Якутия, приводится в соответствии с критерием нуждаемости. Поэтому компенсацию за родительскую плату детей, которые ходят в детский сад, будут лишь только получать те родители и те семьи, у которых доход ниже прожиточного минимума. Если ранее по всей республике мы их распространяли на всех, независимо от того, какой доход у семьи, компенсация родительской платы имела место, она была предусмотрена. В настоящий момент нами принято решение, что все-таки ведется критерий нуждаемости. Это исходит из общей политики республики в оказании социальной помощи. Но я думаю, что это и отвечает принципу справедливости. А по сиротам какие все-таки изменения будут или им легче жить? Сиротам, имеется в виду детям-сиротам, у нас сегодня в основном есть 2 проблемы по детям-сиротам. Это их нахождение в центрах семейного устройства, соответствующая индексация расходов, которые несут в центре семейного устройства, предусмотрено и сегодня нами принято. Ну и кроме того, достаточно большой комплекс мер, направленных и денежных средств будет выделяться для того, чтобы муниципалитеты успели построить жилье для детей-сирот. Тем, кто не успел, законодательство по детям-сиротам постоянно меняется, увеличивается категория детей, которые в разное время, которые имели право на жилье, но его по разным причинам не получили, и поэтому у нас постоянно эта сумма, денежные средства, не уменьшается сумма, тогда как количество и обеспеченность увеличивается.
Теперь хотелось бы, очень важно понять, чтобы общественность следила за качеством жилья для детей-сирот, ну и кроме того, эти требования мы предъявляем к нашим заказчикам и подрядчикам. А вот сельхоз, так скажем, сельскохозяйство рассматривается такой цифровой проект, да, он должен помочь развитию или наоборот, может быть, чем-то, каким-то движущим силам, я имею в виду бюрократизацию, которую правительство запрашивает. Да, сегодня действительно мы приняли, по моему мнению, акт, который, в общем-то, является революционным, ну, по сути дела, я бы его назвала, да, таким, ну, я не являюсь специалистом в области сельского хозяйства, но с точки зрения учета реально понимаю, что это та помощь цифровизации для учета выплаты наших как раз государственных средств и поддержки сельскохозяйственных предприятий. И если сегодня непосредственно мы действительно переходим на электронный реестр учета вот, получателей льгот и сельхозтоваропроизводителей наших, да, к которым относятся сельхозкооперативы, существующие сельхозхозяйства, то, соответственно, это нам даст возможность прозрачно увидеть. Кроме того, это даст... Ну, постановление правительства принимается с момента непосредственно его, значит, опубликования. Постановление будет опубликовано, я думаю, что в нем предусмотрен срок, посредством которого система начинает работать. Так, например, у нас ушел год для того, чтобы начала работать система ЕГР-ЗАГС. Да, вот в течение всего года мы отрабатывали практически с каждым муниципальным образованием. Возможно, граждане обратили внимание, что сейчас сложно, там, например, зайти и достаточно долго приходится ждать. Поэтому при введении цифровизации это, безусловно, решает проблему. Спасибо большое. Спасибо.